Как сообщалось ранее, с 1 августа 2019 года планируется расширить список плательщиков НДС, а с 1 октября отменить ряд льгот по НДС. На данный момент количество плательщиков составляет около 48 тысяч человек. К концу текущего года запланировано повысить этот показатель до 75 тысяч. Какие еще ожидаются налоговой реформы и таможенные льготы? Об этом речь пошла на очередном заседании Международного пресс-клуба. Участниками отмечалось, что число налогоплательщиков резко возросло на 571 тысячу лиц, за счет чего произошла легализация рабочих мест. Благодаря снижению налоговой нагрузки бюджет вырос на 162%. В сфере бизнеса за полгода в распоряжении предприятий пришлось 1,4 триллиона сумов. У физических лиц 5 триллионов сумов. Какие штрафы предпринимались по отношению к таким цифрам ранее? За каждую ошибку должно быть предусмотрено и наказание. Но штрафы в размере 2,9 триллиона сумов, а также административная ответственность на сумму в 65 миллионов сумов вообще не были реализованы. Административная ответственность предпринимается по отношению к руководителю сельского хозяйства или по отношению к бухгалтеру. Была представлена информация и о налоговых ставках. Во многих странах мира разные налоговые ставки. В Венгрии, например, 27%, в Норвегии 24-25%, в Швейцарии 8%, в России с 18% подняли до 20%, в Казахстане 12%. Я думаю, что через полгода мы должны иметь четкое представление о том, какая ставка подходит для наших потребителей и может послужить получению качественных продуктов. Торгово-промышленная палата учитывает эти факторы в своей деятельности. Также говорилось о том, что снижение налогов способствует стимулированию деятельности предпринимателей и привлечет иностранных инвесторов. Это откроет путь к технологическому и производительному росту, который поможет стране попасть на мировой рынок. Если в стране будут созданы равные права для всех предпринимателей, то инвесторы смогут реализовать свои продукты в конкурентоспособных условиях и получить при этом выгоду. Именно поэтому мы должны создавать равные условия для всех и отменять какие-либо льготы для определенных предпринимателей. Кроме того, участники отметили, что сельскохозяйственные производители имеют право перейти на уплату налога добровольно. Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги в сфере телекоммуникаций, у которых доход составил более 100 миллионов сумов, но менее 1 миллиарда, переходят на уплату единого налогового платежа, который составляет 25% от суммы выручки. Также с 1 октября 2019 года отменяются льготы по налогу на сельскохозяйственную продукцию, производимую в стране. Напомним, что указом главы государства с 1 января 2018 года предусмотрено внедрение ряда новых норм, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. На сегодняшний день в республике насчитывается 615-640 тысяч предпринимателей. Их количество продолжает расти.